Ни заявление, ни соболезнования. Досмотрите это видео до конца, и вы узнаете, почему президент Рахмон сохраняет молчание. Подписывайтесь на наши обновления, точно будете в курсе всего самого актуального. Правительство Таджикистана не прислушалось к просьбе интеллигенции и активистов гражданского общества объявить в стране День национального траура в памяти о жертвах конфликта на таджикско-кыргызской границе. Президент страны Эмомали Рахмон даже не выразил соболезнования родственникам погибших и не обозначил свою позицию относительно последних событий в приграничье. Молчание Рахмона по этому поводу вызвало в кыргызском сегменте соцсетей слух о том, что якобы он хотел высказаться по поводу событий на границе, но серьезно заболел. Эмомали Рахмон не появлялся на публике с 16 сентября, после возвращения с саммита ШОС в Самарканде, хотя до 20 сентября пресс-служба главы государства опубликовала сообщение о его встречах с лидерами стран региона на полях саммита ШОС. Попытки узнать мнение пресс-секретаря президента Абдулфатоха Шарифзода не увенчалась успехом, поскольку он не отвечал на звонки. В Таджикистане соболезнования родственникам погибших на границе от имени президента выразила лишь председатель Сагдийской области Раджабой Ахмадзада. Заместитель министра иностранных дел Таджикистана Садик Эмомали сообщил, что в результате конфликта с таджикской стороны погиб 41 человек. Но позже выяснилось, что эта цифра хорошо таки занижена. Эксперт Абдумалик Кадиров сказал, что в Таджикистане есть всего лишь один центр принятия решений, из-за чего реакция на события запаздывает. По его словам, периодическая публикация сообщений пресс-центра погранвойск о конфликте на сайте Национального информагентства Хавар показала, что глава государства серьезно отнесся к инциденту, но вопрос состоит в том, почему президент лично не высказал свою позицию по этому вопросу. Президент Таджикистана Эмомали Рахмон обычно направляет свои соболезнования главам зарубежных стран в связи с гибелью людей в дорожно-транспортных происшествиях, стихийных бедствиях, терактах, но за последние десятилетия ни разу официально не выражал соболезнования своему же народу. Алим Шерзамонов, активный член таджикской оппозиции, проживающий в Европе, говорит, что Рахмон и его окружение по-прежнему мыслят в духе советской эпохи, и они считают, что обнародование реальных данных о жертвах и объявление Дня национального траура – это признание поражения и демонстрация слабости. По его словам, власти скрывали как число жертв во время пандемии коронавируса, так и во время приграничных конфликтов. В таком смысле, что Таджикистан самодостаточная страна и не может допустить упущений. Даже ряд оппозиционеров сегодня, занимающихся шапкозакидательством, что, мол, вот наши вооруженные силы понесли меньшие потери по сравнению с Кыргызстаном, а победители якобы своих погибших не оплакивают. Однако последствия таких шагов, как сокрытие правды и не представление правдивой статистики народу, распространение далекой от действительности информации – это то, что в какой-то момент люди не будут верить им, даже если они скажут правду, сказал Шерзамонов. А вы с ним согласны? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. Шакирджон Хакимов, юрист и первый заместитель председателя Социал-демократической партии Таджикистана, считает, что эта ситуация демонстрирует огромную пропасть между властью и народом. По его словам, Таджикистан до сих пор не следует в этом вопросе за развитыми странами, которые оперативно информируют население о каждом происшествии и действуют так, как желает это население. Собеседник также отметил, что президент обладает конституционным правом объявить День национального траура или чрезвычайное положение. Согласно статье 70 Конституции Таджикистана, президент обязан информировать парламент о ситуации в стране. Но сейчас в стране как раз и сложилась именно такая чрезвычайная ситуация, когда десятки граждан Таджикистана погибли и получили ранения. В результате неправильной кадровой политики наш парламент и другие институты практически не имеют никаких полномочий, и решения принимаются из одного центра. Эти ветви власти неполноценны, и каждая из них находится на своем месте. Сейчас все три ветви власти зависят от воли одного человека. Если бы они были независимыми, то было бы давление, и каждая ветвь власти стала бы активнее, сказал Шакирджон Хакимов. Источник, близкий к правительству Таджикистана и который имеет информацию о том, как принимаются решения в этом органе власти и как они потом исполняются, сказал, что эта система настолько сложна, что для передачи одной информации она проходит столько ступеней вверх, и потом таким же образом решение по ней спускается вниз. А пока идет этот процесс, проходит столько времени, что эта информация и решение по ней уже устаревает и может даже
даже не понадобится. По словам источника, министрам и министерствам не предоставлено никаких возможностей и условий для проявления инициативы или решения проблем до тех пор, пока не будет получено согласие на высшем уровне правительства. Именно поэтому государственные чиновники боятся делать что-то или говорить от себя. Лишь некоторым руководителям силовых структур предоставлена ограниченная свобода, но при этом сам процесс зависит не только от них, сказал источник. Как вам такая ситуация в стране и согласны ли вы с ней? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. У нас пока на этом все. Оцените наше видео подпиской и лайком. До скорой встречи.